Бессмертный рейд. Февраль 43-го. 112-я башкирская кавалерийская дивизия получила приказ войти в тыл противника в глубокий рейд в западном направлении, перерезать железную дорогу Ворошиловград-Дебальцево, занять железнодорожные станции Чернухино и Дебальцево. Этот героический рейд башкирских конников стал последним и бессмертным для многих из них, в том числе и для командира дивизии, генерал-майора Минигалея Шеймуратова. Сегодня, 23 февраля 2018 года, в городе Петровское происходит событие, которое открывает славную боевую страницу некогда большого Советского Союза, историю Великой Отечественной войны. 75 лет назад на этой земле погиб славный сын башкирского народа, командующий 16-й гвардейской башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Мингазович Шеймуратов. Орудия разного калибра и минометы врага с трех сторон бьют беспрерывно по колоннам конников. Со Штеровки поднялись немецкие самолеты и начали бомбить. Также бросают листовки с предложением сдаться в плен. В эту трудную минуту генерал Шеймуратов обращается к воинам. Дорогие воины, гвардейцы, вы до сих пор бились с врагом самоотверженно. Верю, вы выполните приказ. И в этот решающий момент. Теперь вперед, товарищи. По воспоминаниям гвардии майора Сабира Кадырова, на небольшом поле шла смертельная схватка. Командира дивизии окружило около 30 фашистов. Вдруг генерал, отбивающийся саблей от вражеских солдат, падает с коня. Вокруг бездыханного тела командира еще продолжают отчаянно сопротивляться 12 бойцов охраны, но силы не равны. Лишь в 1948 году было найдено и опознано тело легендарного генерала. Его перезахоронили в селе Петровском Ворошиловградской области. Ныне это город Петровский Луганской области. Прошли десятилетия. Однако память о башкирских конниках и о их легендарном командире бережно хранят на Луганщине. Каждый год здесь, на главной площади города, на могиле Минигалея Шеймуратова собираются жители Краснолучского района, школьники, ветераны, казаки, представители мусульманской общины Донбасса, чтобы отдать дань уважения героям бессмертного рейда, освободившим луганских жителей от фашистского гнета. Слава Аллаху, Господу миров, властелину судного дня, что собрал нас в очередной раз в этом месте и сделал причиной для этого собрания нашего брата, покойного здесь, Мингали Мингазовича Шеймуратова, и все, кто здесь лежат, а это более 300 человек, которые отдали свои жизни для того, чтобы здесь, на этой земле, был мир. Но, к сожалению, так происходит, что люди не берут уроки из того, что пережили, и все опять повторяется. И мы просим Господа постоянно в наших молитвах, чтобы Он сделал мир на этой земле. Часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. 23 февраля 2018 года, в День защитника Отечества, исполнилось 75 лет со дня гибели генерала Шеймуратова. В Петровском сегодня выходной. Город пока не живет полноценной мирной жизнью. Еще в памяти артиллерийские обстрелы. Да и по сей день слышна канонада с линии соприкосновения. Однако, несмотря на морозное утро и трудности военного времени, Петровский молодой и старый поминает подвиг башкирских конников. Два года назад 22-й школе города Петровска было присвоено имя генерал-майора Минигалея Шеймуратова. Для местных школьников и преподавателей школы это большая честь. И каждый год в День защитника Отечества в этой школе чтят память легендарного генерала.
Автор этих пламенных строк о подвиге башкирских кавалеристов на Луганской земле – член Союза писателей СССР, лауреат международной премии имени Сковороды Андрей Медведенко. По этим вот краям, где мы сегодня находимся, часто приходилось ездить с творческими встречами. И я когда ехал, вокруг же степь, эти курганы наши, всегда вспоминал кавалеристов. И всегда мне как-то щемило сердце о том, что вот 43-й год, 30-градусные морозы, снег по грудь лошадям, а в атаку надо идти, а Дебальцева надо было брать. И у меня тогда мысли, так сказать, зарождались написать произведение о вот этих вот конниках, кавалеристах, особенно 212-й башкирской дивизии. Ну а потом созревал и созрел окончательно, когда началась здесь война. Чтить память героев Великой Отечественной, спасших от коричневой чумы народы Советского Союза и Европы в школе имени Шеймуратова в Петровском, учат с начальных классов. А для старшеклассников далекий во времени подвиг старших поколений перекликается с недавними событиями на Луганщине. Чтим память Мингали Мингазовича Шеймуратова. Мы возлагаем цветы на памятник. Это каждый год у нас и несколько раз в год. На 9 мая и на День освобождения Петровского. А также мы проводим концерты такие памятные. В общем-то, вот. 9 мая для моих сверстников, не знаю, но лично для меня это означает, что это, не знаю почему, но я люблю этот праздник больше, чем Новый год. Потому что этот праздник значит очень много. Во-первых, люди воевали, это была очень страшная война, что нужно ценить то, что ты имеешь. Потому что, особенно мир. Потому что, когда он есть, мы не обращаем на него внимания, но когда его нет, это ужасно. Поэтому цените то, что имеете, и то, что у вас есть. В 2014 году во время артобстрелов города погибли многие мирные жители. До сих пор педагогический коллектив школы скорбит о коллеге. В боях за Петровский отдали свои жизни и выпускники школы имени Шеймуратова. Наш коллектив всегда будет помнить погибшую коллегу Молодцову Галину Борисовну. Такой вот отпечаток оставила война. Мы помним также выпускников нашей школы Андрея Молодцова, Артема Шарапова, которым открыты памятные доски на стене в холле. Поэтому, конечно же, День защитника Отечества оставляет такой вот грустный отпечаток в наших сердцах. Здравствуйте, товарищи! Модные в нашей мирной жизни флешмобы по самым разным поводам популярны и у луганской молодежи. Только темы здесь посерьезнее. Для местных школьников имя башкирского генерала давно ассоциируется не только с подвигом ради освобождения Луганщины от фашистов, но и с братской помощью жителей Башкортостана, с многочисленными гуманитарными конвоями. Настоящая дружба связывает школу имени Шеймуратова с Башкирским союзом ветеранов боевых действий. Активисты союза за последние годы доставили в Луганск более 11 тонн гуманитарной помощи. Такое не забывается, отмечают сами луганцы. О первых шагах дружбы с Башкирским союзом ветеранов боевых действий особенно приятно говорить. Это было неожиданно. Это была осень 2015 года. Мы узнали, что в наш город прибыла машина с лесом, предназначенным для Первомайска. Но мы решили обратиться, узнать, кто его привез, чтобы обратиться за помощью для ремонта нашего спортивного зала школы. Как выяснилось, что приехал
председатель Союза ветеранов боевых действий Республики Башкортостан Ражапов Тимирьян Ражапович со своей делегацией. Их было много в тот раз. Они все посетили нашу школу, с большим теплом отнеслись ко всему, что здесь происходит, захотели помочь нам в восстановлении спортивного зала. Впечатлил их школьный музей, где была собрана экспозиция о боевых действиях 41-45 года. И в частности было много материалов, также связанных с рейдом конников во главе с генерал-майором Мингалим Мингазовичем Шаймуратовым. Вот таким образом у нас завязались первые отношения. Вот это вам с нуля принтер, дорогая моя. Как мы вам благодарны. Если бы вы знали, как нам это нужно. В детско-юношескую спортивную школу города Красный Луч башкирские волонтеры тоже приехали с подарками. Дирекция школы попросила привезти современный многофункциональный принтер для печати грамот и дипломов. Несмотря на военное время, городской бассейн продолжает работать. Ежедневно здесь тренируются местные школьники, занимающиеся в секции спортивного плавания. И хотя в единственной в городе гостинице воду дают только на час по утрам, бассейн открыт ежедневно. По сравнению с 2014 годом и взять этот год, мы выходим на то количество жителей, стали возвращаться, на то количество жителей, которое было у нас до войны. К сожалению, проблемно, конечно, еще с рабочими местами. И поэтому это сказывается на тренировках и детей. Хорошо, когда у нас вот есть спортивные школы, и дети у нас занимаются бесплатно. Потом государство делает все возможное, наша новая республика, чтобы позволить. Например, бассейн – это очень дорогостоящие вещи, вода, и электроэнергия, и газ, все. Но дети наши вот, в спортивных группах, они занимаются бесплатно. С башкирскими волонтерами Елена Пеньковская познакомилась на международном слете ветеранов боевых действий. Вместе с группой «Перевал» она принимала участие в фестивале военно-патриотической песни «Салам Бача» в 2017 году. Муж Елены – ветеран Афгана. Однако, несмотря на инвалидность, полученную в Афганистане, луганский казак Валерий Пеньковский участвовал в обороне родного города. Сегодня в армии ЛНР служит их сын. К песням об Афганистане в последнее время в репертуаре супругов прибавились и новые песни. Ах, как над Миуской да стороной тишина разрезана была войной, где сражались деды и лилась кровь, взялись за оружие ребята вновь. На моей земле идет АТО, только это, братья, совсем не то. Отдан был приказ папа мою разлучить сыночка да с мамою. И на поле танков-то не сосчитать, но приказ полученных задержать. Первый залп укропы замешкались, а мы промеж ними перебежками. Совсем недавно мы отметили 75-летие освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Значит, отметили 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Вот сейчас идет, везде отмечаем дату, пусть она и маленькая, но 3 года со дня освобождения Дебальцева и Чернухина уже от украинского национализма. Кадровый офицер пограничных войск СССР, полковник Наэль Нурулин, почти наш земляк, родом из Бузулука. Заслуженный ветеран Афганистана сегодня живет в Луганске. В далеких 80-х простой луганский паренек, солдат срочной службы, спас Наэлю Сагитовичу жизнь. Вытащил из-под огня душманов раненого в живот командира. А когда полковник Нурулин узнал, что его спаситель лежит с тяжелой раной в Луганском госпитале, бывший командир срочно выехал с необходимыми лекарствами в горячую точку. Здесь и остался. Во время обороны Луганска Наэль Нурулин исполнял обязанности военного коменданта города. Именно здесь все события, все самые кровавые боевые действия проходили в июне-июле 2014 года. То есть, когда город был блокирован украинскими вооруженными силами. И, знаете, это значит такое самое место, где небезызвестная Надежда Савченко, она была здесь внизу, у нас поселок Металлист, значит, с поселка
корректировала огонь артиллерии, и погибли наши здесь журналисты, народ погиб. Здесь более-менее сейчас привели порядок, здесь была очень сильная разруха, но по деревьям, наверное, видите, что было здесь очень. Вот. А 3 года, да, как прошло, это проводилась Дебальцево-Чернухинская операция, вот, где, значит, шли в течение месяца тоже очень сильные кровопролитные бои, и мы там победили, ополченцы победили украинскую армию, которая в разы превышала и по технике, и по всему, и поэтому, конечно, героизм. Единственный кадровый офицер в чине полковника в Луганском ополчении умело организовал не только оборону города, но и сумел прорвать окружение и повторить подвиг башкирских кавалеристов, отбить и захватить железнодорожные станции Чернухина и Дебальцево. Это их был ротный опорный пункт. Здесь у них стояли танки, он капонир. Здесь Кунги стоял, это командный состав. Там он капонир, танки стояли. То есть полностью простреливать. Все. На этом рубеже. А вот я же говорю, вот этот вот знаменитый переклон, которого вот они видели всю округу по своей оптике. Ну, он, наверное, как на самой вот господствующей высоте. И поэтому и ту трассу, по которой мы ехали, они все наблюдали, сколько техники, какая техника передвигается, что там, где, что. Наводили артиллерию. На окраине села Чернухина чудом сохранился памятник погибшим воинам, участникам кавалерийского рейда 1943 года. Среди них есть и конники 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В 2014-м на этой высотке рядом с памятником окопались 2 украинских БМП. Луганские ополченцы долго не могли их выбить отсюда, боялись повредить артобстрелом памятник. Мы оттуда вот наступали, да? То есть, вот, слышите, все. Слышишь, он грохочет. Да? Мы оттуда шли. И здесь были сплошные окопы, была сплошная линия обороны, была сильная, мощная. Мы отсюда даже их выбили в самую последнюю очередь, уже где-то 15 или 16 февраля. Каждую неделю полковник Нурулин приезжает сюда, на окраину села Чернухина. Местное население давно бросило свои дома и уехало из этих обожженных войной мест. Только баба Маша не хочет бросать родной дом. Во время боев ее двор спас жизни тысячам луганских ополченцев. Под командованием Нурулина через эту спасительную калитку и дальше через двор, огород и через брешь в заборе под артиллерийскими обстрелами прошли 7 тысяч бойцов. По интернету, по Google карте увидел, что вот здесь вот стоит вот 11 железных дорожных путей и стоит 11 составов. Ну, здесь база хранения вагонов. И эта база хранения идет прямо до Дебальцева сюда, 5 километров. И вот мы вот так зашли. Вот тогда я, говорю, понял, что между вагонами прятаться, и будем заходить и обойдем эту шлачку, там очень серьезная такая-то. Вот. С командой все решили. И вот мы захватили окраину вот эту. Только для того вот сюда подъехать. Вот я сюда пригнал танк. А здесь было заминировано все. И пригнал на Урале ЗУшку. И вот мы с ЗУшки простреляли. Он вот так начал прямо отсюда стрелять так. И до забора вот так вот стрелял несколько раз. И разменил, как бы сделал проход. Вот он, видите, вот проход. Вот. И мы сделали здесь проход. И с танком, вон, видите, где вагоны, вон где забор. С танка пробили эту стенку бетонную. Вот там дырка. И вот все войска приходили в этот домик. Вот, оттуда все стреляло везде. Вот за домом мы выходили, прятались вот за этим уголком вдоль этого заборчика. Там посадки, вот по этой посадочке выбегали, пробегали через дорогу и прятались сюда за вагонами. И уже за вагонами шли на Дебальцево. Баба Маша и сегодня всех людей в камуфляже встречает как родных. Помнит она и то, как 2 года назад уфимские волонтеры восстановили ей забор. Хозяйство сильно пострадало от разрывов мин и снарядов. До сих пор баба Маша собирает у себя в огороде осколки и гильзы. Это я на огороде собирала. На огороде. Да, и все собирала. А сколько я выбросила уже их. И того. Спасибо, деточки, вы золотые. Да вы спасли
Вы спасли всю Чернуху и меня спасли. Если б не вы, то чего бы не было. Луганцы в феврале 2018-го одновременно отмечали две даты – 75-летие со дня гибели генерала Шаймуратова и 3-летие Дебальцевско-Чернухинской операции. У Артема Игнатьева, майора вооруженных сил ЛНР в Дебальцевском котле, погибло немало сослуживцев и товарищей. Однако их гибель не напрасна, считает Артем. Сегодня Луганск находится под надежной защитой. Сейчас мы понимаем, что мы стоим, защищаем свою землю. Исконно свою землю. Здесь земли войска Донского. Поэтому я сам казак, поэтому защищаем свою землю. Сейчас, конечно, у нас сформированы уже вооруженные силы. У нас уже есть все силы для отражения агрессии вооруженной. Бывают в истории необъяснимые, но между тем совсем не случайные параллели. Во время боев под Петровском в Штеревке так совпало, что луганские ополченцы рыли себе окопы на той же самой линии, над которой в далеком 1943 году отражали атаки немцев бойцы Красной Армии. Соответственно, в немецких окопах воевали украинские военные. Мы воспитывались на Шаймуратове с самого раннего детства. Это наш, как говорится, наш именно Донбасса, наш герой. Он отдал жизнь за свободу, за освобождение Донбасса, Украины, как называемой, потом она стала. Это наш национальный герой. На данный момент, как говорится, мы находимся, где погиб Шаймуратов. И когда у нас просто совпало на Чернухина, он же так же самое, это он, получается, с Луганска вышел и пробил немецкую оборону до Чернухина. Это считай, что до Дебальцева. И вышло так, что когда мы копали линию обороны, получилось, с той стороны были как немцы, тут же самое получается, исторический факт. Там немцы были, а мы копали к себе окопы, когда мы нашли одну трехлинейку, 2 гранаты и осколочные, противопехотные. И 3 человека были погибших. Ну, естественно, документов с одним нет. Мы сделали перезахоронение. Это было в 2014 году в городе Перевальске. Это даже есть видео, подтверждающие факты. Что мы стояли на линии соприкосновения, потому что так как наши, как говорится, деды и прадеды стояли, мы же жили в этих же окопах, как и они. На Луганщине, повторимся, бережно хранят память о Шаймуратове и башкирских конниках. Им посвящены экспозиции во многих школьных музеях, в том числе в музее Штеровской средней школы. Каждый год к нам из Башкирии обязательно кто-нибудь приезжал. Я в 1971 году училась здесь в школе и была членом этого кружка. И помню, каждый год приезжали. Помню, приезжала Ольга Павловна, была здесь, в этих местах. А так, в феврале месяце, особенно при Советском Союзе, каждый год приезжали в феврале месяце ветераны войны, чтобы почтить память. Кстати, педагогический коллектив Штеровской школы и ее ученики очень хотели бы подружиться с какой-нибудь школой из Башкортостана, вести переписку, обмен информацией и документами, касающимися истории легендарного рейда башкирской кавдивизии по тылам врага. Просто общаться. Именно в нашем поселке, на окраине поселка, погиб Шаймуратов генерал. Поэтому мы чтим память, встречаемся с представителями из Башкортостана, каждый год приезжают сюда. И нам бы хотелось завязать такое сотрудничество с ребятами из школ Башкортостана. Именно хотелось бы с теми школами связаться, которые носят имя генерал-майора Шаймуратова, и завязать с ними переписку и сотрудничать всевозможным образом. Отдельный стенд посвящен башкирским конникам и генералу Шаймуратову в Краснолучском музее боевой славы на реке Миус. Это уникальный музейный комплекс, построенный еще при Союзе. Недавно к стендам, посвященным Великой Отечественной войне, прибавились новые, рассказывающие о недавних событиях на Донбассе. Период, конечно, очень трудно говорить о нем, потому что
Еще не отболела, еще очень болит, потому что каждый день прислушиваешься, куда летит и где взрывается. Но как-то все равно живем. И если так разобраться, по большому счету, то мы уже в тылу живем, мы уже как-то защищенными себя чувствуем. Поэтому уже в 2015 году назрела потребность сделать экспозицию. Но в 2015 мы еще не готовы были ее сделать, а к 2016 году выделили 2 витрины для фотографий того периода времени. Благо у нас все-таки нашлись люди, которые смогли успеть тогда сделать эти фотографии и сохранить их. Ну, а экспонаты, которые прилетели к нам, приносили жители, которые в своих огородах откопали их. В Краснолучском районе Луганщины очень много мест, исторически связанных с Шаймуратовым и его дивизией. Буквально в каждом селе, каждом городе памятники на могилах наших героических земляков. Однако не хватает главного – памятного мемориала на высотке в окрестностях Штеровки, под которой сложил голову сам генерал. И погибли его соратники. Во время посещения Луганска башкирская делегация побывала в правительстве ЛНР. Там эту идею восприняли с воодушевлением. Подхватили ее и в администрации Краснолучского района, на территории которого находится Штеровка. Поддерживают идею депутаты Народного совета ЛНР, Федерации профсоюзов. Но главное – память о народном герое, командире башкирской 112-й кавалерийской дивизии, живет в сердцах сотен тысяч жителей Донбасса. А подвиг башкирских конников, совершивших бессмертный рейд по тылам фашистов в 1943 году, и сегодня является для них примером самоотверженности и самопожертвования ради защиты своей родной земли.